Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – слухи и разговоры о вас. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Веда Скара, из YouTube, параллельно загружаются в телеграм-канал. Подписка на телеграм-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на телеграм-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на телеграм-канал. Спасибо. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Очень справедливая. Возможно, даже вот сейчас летят бумеранги. Какие-то бумеранги летят. Кто-то сейчас получает по заслугам. Именно тот, кто, возможно, даже о вас плохо думает. Вот смотрите-ка. Вы можете, возможно, даже сейчас, на сегодняшний день, узнавать какую-то информацию о ком-то, что с кем-то что-то происходит. Именно касаемо тех людей, в которых вы, может быть, или сомневались, или подозревали. Люди могут также жаловаться на какие-то свои проблемы, жизненные проблемы. У кого-то, может быть, что-то заболело или что-то произошло. Также здесь может еще впереди все быть, именно случившееся, происшедшее с вашими врагами. Тут человек, который вот даже, я бы сказала, ничего не делает для этого, не мстит, не желает ничего. Здесь жизнь сама так, именно судьба распоряжается по отношению, именно закон благодарности. Да? Вот как вы меня отблагодарили, так и получили. Или как вы на меня посмотрели, вот то вы получили, или что вы подумали обо мне и так далее. И вот здесь вот как будто бы человек защищен, человек обережен. Возможно, вы чиститесь, или же, вы знаете, кто чистился, тот чистка срабатывает. Или же молились, вот именно сейчас срабатывает вот этот бумеранг, закон бумеранга. Семейные люди смотрят, семья. Вы недовольны отношениями. Здесь, вы знаете, как будто вас не понимают. Вы обывание, а он оболвание. Вот так хочется сказать. Да? Здесь, когда вы, может быть, разные частоты, здесь может быть, вы на одной волне, а человек на другой волне. Или думаете вообще о разном. У кого-то здесь вот как будто бы даже развилка идет. У вас одни какие-то свои дела, у человека, у вашего партнера другие дела или интересы. Вот, знаете, на чувства как-то, хочется сказать, положили. Ну, здесь женщина, которая знает себе цену. Вы стараетесь о себе, заботитесь, привлекательная, красивая. Внешне ресурсная, такая богатая женщина, видно, ухоженная, вкладывает в себя. Вы о себе не забываете, вы о себе в первую очередь думаете, как женщина. Здесь момент мамы. Здесь может быть даже у кого-то маленький ребеночек, вы заботитесь. И притом, вот знаете, вы можете думать, что вы плохо выглядите, а со стороны вы очень манкая женщина, привлекательная, или кого-то украшает беременность. Также здесь может речь, в принципе, идти о том, что вы очень заботливая, как мама. Неважно, сколько лет, у кого именно дети. Вы заботливая. Даже и не только о детях. Вы вообще, когда вступаете в отношения, здесь проявление вашей заботы о другом человеке. Холодно ли ему или голоден, вы знаете, вы думаете. И вы, императрица, она ничего не забывает. Вот что касается других или помощи другим, или чего кому обещала, она не забывает. Также эта женщина не прощает обид. Здесь вас показывают, вот как будто бы кто-то забирает ваши ресурсы или стягивает с вас именно ресурс. Также человек, который сейчас ждет какие-то деньги.
вы можете ожидать какую-то сумму, или что кто-то вам что-то должен вернуть, или послать, прислать. Может быть, это что-то такое тоже связанная вещь какая-то, посылка, может быть, ждете посылку, оплату. Вы человек, которому вообще все по барабану, честно. И если вы о чем-то задумали, то вас уже не переубедить. Вы такая четкая, и вы не решаете скандалом, вы решаете или делом, или уходом. Знаете, вы стараетесь избегать конфликтных ситуаций. И здесь есть еще момент изворотливости. Вы умеете из любой ситуации выходить сухой из воды, но получать то, чего вы хотите, достижимого. У вас очень много достижений за спиной. Здесь очень хороший психолог сидит. Человек, который разбирается в психологии или читает, может быть, что-то о психологии, смотрит. Вы интересуетесь, вам интересно. Очень много выборов в вашей жизни было, да и в принципе сейчас вы можете выбирать. Здесь человек, который, знаете, сам себе стена. Рядом с вами кто находится, вот как будто по энергии вас слабее. Или к вам тянутся такие слабже люди по энергетике. Как будто бы хотят подпитаться вашей вот этой энергией ресурсов, энергией, в принципе, даже энергией радости, счастья, удовлетворения, изобилия, вот чего-то. Хочется сказать, вас используют, но нет. Люди понимают, что вами не попользуешься, вы это возьмете. Или вы возьмете с процентом. Именно что касаемо попользоваться. Кто-то принимает какую-то вашу помощь. Вы кому-то, может, помогаете. Может здесь тоже такое проходить, что кто-то заботится о пожилом человеке. И принимает этот человек помощь. Человек вы и дающий, и берущий. То есть здесь есть такой энергообмен. Вы дали, вы получили. Возможно, вот как вы сделаете какой-то поступок именно от души, от сердца, через какое-то время вы получаете какое-то вознаграждение в жизни. Вы можете сами даже это замечать. Недолюбливаете вы людей скользких. Вам нужны конкретные. Или вот даже друзья, знакомые у вас чем-то занимаются таким или крупным, или сидят на каких-то высоких местах. По крайней мере, у вас есть такие знакомые, которые пользуются каким-то авторитетом, властью, может быть, да, распоряжаются чем-то, или хозяева, хозяин своего бизнеса, директора. Притом вы помощи-то ни у кого не просите, вы берете эту энергию. Вы, знаете, я вам скажу, находитесь в нужное время, в нужный час, и такой человек, когда вы находитесь именно в кругу богатых людей или знаменитых людей, или, в принципе, людей с достижениями, вы тоже получаете от этого ресурс. Вы заряжаете. Вас заряжают такие люди. Вас заряжают такие люди. Вы заряжаетесь от них. И у вас получается. В принципе, да, здесь такая правильная идеология. Возможно, вы об этом хорошо понимаете сами. Может быть, здесь кто-то читает труды Юнга или Николы Тесла, вот о чем-то. Вы понимаете суть происходящего, суть вещей вообще в целом. Довольно-таки грамотный человек, пишет грамотно, старается не делать каких-то ошибок. В жизни тоже. Здесь были уже ошибки, даже, я бы сказала, роковые. Вы до сих пор о них думаете. Такое тяжелое воспоминание, но это уже переступили вы. Вы уже прошли эту границу этих ошибок или каких-то терзаний после этого.
внутренних, но вы это уже прошли. По крайней мере, даже улучшились в чем-то или получили для себя что-то по достоинству из-за какого-то тяжелого опыта. Но человек, который набрался опыта сам от себя, от своих ошибок. Вас могли ударять в жизни физически. Вы человек, который старается справиться со всеми, с конфликтными ситуациями или в целом без рук, без боя, словами. Но здесь именно могли ударить от, знаете, своей слабости вас. Этот человек был слаб, внутренне слаб, а вы на тот момент именно он почувствовал силу. Почему-то идет слово «он». Это скорее мужчина мог ударить. Мужчина мог ударить не только физически, но ударить, в принципе, вас и словом больно. Да, что-то есть такое, что в памяти до сих пор вам помнится. Но человек скорее такой, знаете, просчитывает, который все до копеечки. Считаете. Вы не хотите, чтобы вас обманули, не хотите быть обманутой, притом и вы никого не обманываете, стараетесь действовать честно, даже я бы сказала и справедливо. Знаете, у вас были крысы, которые вот крали именно ваши деньги и подсчитывали ваши деньги в вашей жизни. Вы с ними не общаетесь уже, но они о вас вспоминают. Причем, знаете, такие вспоминают, но не вспоминают то, что они делали вам. Но вспоминают вас с хорошей точки зрения. Тут именно даже вот говорят, какая молодец. Удивительно, да? А вы им даже в чем-то и помогали, возможно, даже финансово помогали. Или одалживали, или давали что-то. Вот так. Вы, в принципе, человек, который всегда протянет руку помощи, поможет. Будь то не только деньгами, а, возможно, советом каким-то. Вы хороший партнер. С вами всегда можно договориться, решить, построить карьеру, бизнес там и так далее, да, партнерство. То есть всегда есть такая точность, четкость. Ровно в 6 значит ровно в 6. И вы соблюдаете это, и вы хотите, чтобы с вами так же поступали. Здесь такой взаиморасчет. Но вы ничего не боитесь уже на сегодняшний день. Здесь и император, и императрица. Вам все по плечу. Скорее даже я бы сказала, да, здесь женские энергии, но здесь присутствует такая, знаете, вроде вы вот женщина, в которой 4 стихии. В ней же и женственность, в ней же и харизма, и все-все-все, да, все стихии. В ней же и неуклюжесть бывает, в ней же бывает и наоборот целенаправленность какая-то, четкость. То есть разные вы. Вы, возможно, даже, вот знаете, меняетесь, как хамелеон, подстраиваетесь под ситуацию. Возможно, даже я бы сказала, вы человек, который может находить с разным типом людей общий язык. Или даже, вот знаете, если нужна какая-то информация вам, а вы понимаете, что этот человек не откроет рот, вы можете вытащить из него эту информацию. Вот вы были бы хорошим агентом, например. Да, если миссия какая-то, вы ее выполните с четкостью до точности. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Не прощайте. Вы не прощаете. Вот когда вас предали, обманули даже на чуть-чуть, вы уже, знаете, в черном списке этих людей держите. Да, вы можете общаться, но уже не так, как раньше. Так, смотрим дальше. Слухи и разговоры о вас, если с вами проигрывает портрет.
Здесь человек думает о том, как у вас попросить денег или долю чего-то. То есть вы можете поделиться, у вас это есть, скорее всего. Вы человек, который располагает какой-то суммой или какими-то резервами, финансами. Возможно, вы можете помочь, вот как он считает, думает, надеется. По крайней мере, он ищет какие-то пути решения, но тут вот, знаете, как чего-то не хватает. Не хватает, может быть, смелости. Даже спросить у вас или у человека не хватает смелости что-то совершить. Даже шаг, возможно, или к вам, или в принципе, да, что-то сделать, найти где-то какую-то сумму. Человек думает, переживает о каких-то деньгах. Кто это? Здесь может человек быть или связан с вашей работой. Ну, поделитесь вы кусочком, да, вот так он. У вас же все есть. Но как-то подойти боится, стесняется, стыдится. Возможно, вот даже вы, хочется сказать, где-то близко третесь, или вы одного номинала. То есть вы бухгалтер, и он бухгалтер, этот человек. Или она. Тут вы одинаковы в чем-то. Но вы здесь при лучшем положении. Да, человек боится, знаете чего? Что с вами останешься врагом, если попросишь. Здесь какая-то ситуация человека нервирует. Это не касается вас, это его личное. Это касается денег, финансов. Какой-то... Чего-то ему не хватает на что-то, может быть. Он не знает, где это взять, но он понимает, что вы бы могли, да, вы... Вот кто бы мог помочь, это вы, и по пальцам только пересчитать, кто. Решить его ситуацию. И здесь, знаете, вы всегда в победе, вы всегда хочется сказать, в ресурсе. Вам кто-то еще помогает, как будто бы. То есть помимо вас еще здесь кто-то есть, кто тоже в ресурсе, и вы с этим человеком, или это ваш муж. Ну, то есть у вас что-то можно взять, попросить. Здесь не идет место быть о слухах и разговорах. Здесь, может быть, это внутри семьи, конечно, но вот где-то в коллективе там и прочее, а вас нет. Здесь единственное, что может идти разговор о вас, что вы побеждаете, вы всегда получаете то, что хотите. Или же, да, здесь еще может идти разговор, что она богатая, у нее есть деньги. А этот человек вот сейчас недосягаем, как-то не может до вас... Ну, как-то вот обстоятельства могут так тоже складываться, что вы не пересекаетесь. Хотя вы где-то вместе или одна профессия, коллеги по работе. Ну да, человек сомневается, подходить нет, какой-то стыд есть. Также здесь, смотрите-ка, тут, знаете, такое, что человек хочет что-то получить и вот смыться, уехать, убежать. Или взять в долг и не отдавать, и убежать. И поэтому боится, потому что уже есть какой-то, может, хитрый план. Потому что он не знает, да, чем я отдавать буду. Какой-то план, но на вас держит цель. Что может попросить у вас. Будьте аккуратны. Здесь даже не какая-то такая, да, момент, чтобы вам сделать плохо, а тут какой-то вот именно жизненная затруднительная ситуация. И вот тут может, да, как дьявол, ну давай, укради или обмани, вот такое вот. А человек это корёбит внутри. Да, а с другой стороны Бог и вот говорит, не делай этого, это грех. Вот и внутри вот этого него не есть там дьявол и Бог, да, внутри вот этот внутренний спор. Ну, считает, что вы такая женщина, которой удается получать из ниоткуда какие-то деньги. Или же, да, у вас удается все легко и просто, причем и много. Вот как-то так.
Человек надеется, что вы можете помочь ему, но человек хочет скрыться потом. Да, будьте аккуратны. Хотя ничего плохого, в принципе, о вас не имеет. Но тут просто аккуратно отодвиньте этого человека в сторону. Потому что вы с чем-то можете попрощаться. А может и с ним, и с деньгами, которые ему одолжите. Да, здесь вот какая-то у человека безвыходная ситуация. Слухи и разговоры о вас. Что вы не делитесь чем-то с... Да, здесь что-то вас мучает, но вы этим не делитесь, не рассказываете. Что-то у нее в жизни не так, не складывается. Тут также люди замечают, у вас какие-то есть проблемы. Или, возможно, грядут проблемы. Вы прикидываетесь, что у вас все хорошо, а у вас ничего нет. Или вы говорите, что это дорого стоит, а это стоит дешево. Вот о чем-то таком говорят, что у вас не оригинал, а подделка, например. Здесь очень много каких-то, знаете, таких выискиваний в вас. Или такое до мелочи внимание, смотрят даже на ноготочки и что под ноготочками. Вот так хочется сказать. Ковыряется в вас. Правда это или нет, или что-то у вас настоящее или не настоящее. Здесь много предположений всяких, и здесь очень много людей об этом говорит. Что у вас что-то не настоящее, что вы обманываете, вы показываете, проецируете это в золотой обертке, а на самом деле внутри, да, ничего. Что вы очень жесткая стали, притом вы были другая, вы были мягче. Или неразговорчивая, очень холодна. Может быть, она обиделась. Есть такие мысли о вашей какой-то обиде. Также, в принципе, здесь люди говорят о том, что вы очень обидчивы. Или вам не так скажи, вы обидитесь, разозлитесь. Но здесь такое обида и злость в молчание. Или в игнор превращается ваша. Прикидываетесь дурочкой, на самом деле-то вы все понимаете прекрасно. Или включаете, что вы чего-то не понимаете, не разбираетесь, а вы все прекрасно понимаете. Здесь рабочий процесс какой-то. Знаете, как будто бы вам лень что-то делать. То есть вы вот как-то увиливаете. Вы ленитесь, например, работать, да, и вы прикидываетесь, что вы в этом не разбираетесь. Или... Тут момент такой лени какой-то. Но вы все умеете, все понимаете. Видят в вас такую двоякость некую. Говорят об этом, что вы такая двуликая. Вы можете улыбаться, а внутри держать нож. Но это ваша какая-то защита. Вы очень хитрая, говорят, лиса. Женщина, которая побывала везде. Вы куда-то ездили, да, или хвастаетесь чем-то. А тут вопрос о том еще идет, а правда ли вы там были? Куда вы ездили, о чем вы хвастались? Также здесь видят, в принципе, хоть вы и не общительная, но похвастаться вы любите. Или вот чем-то, знаете, слово такое идет, выпендривается, чем-то выпендривается. Опять-таки вопрос, а оно настоящее или нет? А оно дорогое или нет? Она же говорит, что это дорого, а это недорого. Как будто бы вы приукрашаете что-то, что не является таким. Какие еще слухи и разговоры? О вашей семье, о том, что вы несчастная женщина.
Смотрите, тут могут говорить о том, что вы показываете, проецируете себя счастливой, например, или улыбчивой, но в то же время, скорее всего, вы несчастны внутри. Или вы проецируете себя в какой-то одежде, или в откровенных нарядах, или в принципе каких-то нарядах. Но это как они думают, что вы скрываете свою какую-то боль или свое, может быть, свои несчастные отношения, вас никто не любит, вы хотите где-то вот показываться, привлечь к себе какое-то внимание со стороны. Вы хотите чувств, отношений, эмоций, а не получается. Да, кто-то здесь считает, что вы одиночка и вы страдаете в этом одиночестве. Поэтому вы проецируете в мир все самое лучшее на себе или себя. Колесо фортуны, слухи разговора. О том, что вот вы говорите, что вы куда-то ездите или ездили, а это неправда. Тут такой разговор лично от вас, да, я с этим еще разберусь, или вы у меня увидите, вот что-то такое. Я вам покажу, или скоро что-то такое грядет, что вы на самом деле покажете, докажете или утрете нос вот этим людям, которые вот так вот себя ведут. Но здесь незрелая позиция, сразу говорю. И здесь могут быть какие-то совместные собрания, да, или коллективность тут какая-то. Сидят во время чая, обеда или еще чего, застолья, обсуждают вас. Ваши какие-то, вот хочется сказать, вашу внешность или вашу, в принципе, бытовую даже жизнь. Как вы выглядите, что вы из себя строите, что-то. Говорят, что вы похожи на иностранку. Вы вот как не здешняя. Да, или вот вы на самом деле можете на кого-то походить, быть похожая. Кого-то вы кому-то припоминаете, и об этом вот несколько раз человек говорит, что вы похожи вот на какую-то, может, или мировую звезду, или, в принципе, вот на кого-то, да, вы походите или стараетесь походить, копируете. Но здесь такое, что вы выглядите или вот как, или одеваетесь как иностранка. Вас нельзя выводить на эмоции, потому что вы сразу же дадите жару или отомстите за себя, постоите. Притом, знаете, вот человек как будто чувствует, что от вас реально летят какие-то бумеранги. Возможно, даже кто-то на работе уже получает бумеранг. Здесь, возможно, вы вот даже молитесь. Молитесь, и это работает. Молитва. Псалом 90. На все случаи жизни. Так, еще какие слухи и разговоры идут о вас? Слушайте, вы в головах у многих людей. Да, вас даже думают, вспоминают. Тут, возможно, кто-то и икает, или что-то с рук у вас падает, а может быть, имя какое-то чье-то произносите вслух, или слышится вам чье-то имя. Вот этот человек-то вас и вспоминает тоже. Здесь может родственник быть, или ваш муж о вас думает. Также здесь могут быть разговоры в кругу семьи о вас. Он может делиться, может, с мамой, с братом, с сестрой о вас, о том, что вы очень сильно изменились, вас как подменили. Но он вас приукрашает очень. Что вы женщина желанная, нравитесь многим. Вы привлекаете на самом деле к себе, располагаете внимание. То есть на вас могут не только мужчины, но и женщины смотреть. Чем-то вы отвлечены, какими-то разговорами с кем-то, может, с подругами по телефону и так далее. Но вы очень сильно поменялись, и здесь показывают
чувствуется, что у этой женщины все в жизни хорошо. Здесь может такое даже быть, что вы чем-то отвлеклись или уходите в какие-то свои рабочие процессы, хобби, увлечения, забавы, да, что вам нравится, танцы или еще что, может быть, посещаете какие-то кружки. Но вы очень сильно поменялись с какого-то именно момента, когда что-то могло произойти в отношениях. Именно вести себя стали совершенно иначе. Вот не как раньше. Раньше, да, вот хочется сказать, вы были в чем-то даже наивны, верили. Даже вот, знаете, как смотрела в рот, надеялась. А сейчас вы уже включаете вот какой-то такой стержень. Притом здесь больше проявления такой. Вроде стержень есть вот этот внутренний, но внешне вы вот проявляете такую меланхоличную, романтичную, нежную, хочется сказать, сексуальную даже, да, или вот какую-то такую женщину прям няшную и пушистую, которую хочется погладить. Тем самым, да, человек здесь понимает, что вы это делаете, то есть вопротив чему-то, напротив чего-то. Вот как была твердая, стала мягкая. Была слезливая, теперь не плачу. Да, вот как-то стали антиподом себя из прошлого. То есть какая вы были в прошлом, это уже нет. Это уже другая женщина, другая характеристика. И что-то именно на вас могло повлиять, то, в чем вы были огорчены. Стали выглядеть лучше, заботиться о себе, светить ярче. Я бы сказала, даже, может быть, одеваться более привлекательнее или привлекать к себе внимание больше. Знаете, тут даже вот со стороны кто-то из близких считает, что если вы одеваетесь, то вы одеваетесь, чтобы на вас обратили внимание, на вас посмотрели или с вами общались. Притом показывают, хотя у вас и так самооценка, в принципе, высокая, о себе вы знаете себе цену, но вы все лучше и лучше, или вы идете на улучшение, или вы улучшаетесь, но вы не становитесь старее, хуже, измотаннее, вы лучше. Да, вот именно что нас не бьет, делает нас сильнее, вот в какой-то такой категории вы что-то сделало вам больно, из-за чего вы стали краше и лучше, и милее. Вот так хочется сказать. Вы даже стали светиться изнутри. Проявлять внешне именно какое-то счастье. А человек в разочаровании каком-то находится, наоборот. Что вы такая, что вы всем подсвечиваете. Или всем светите, или для всех светите. В том числе, как он считает, и для мужчин. Знаете, тут может быть даже вот как она, может быть, ходит куда-то, или к психологам, или к каким-то мастерам, которые ей помогают, или помогли измениться внутри себя, что-то поменять. Да? То есть, или вы увлекаетесь, может быть, самостоятельно чем-то, кто-то вам подсказывает, что вы действуете не одна, да? Или есть над вами какой-то коуч, который вас подучивает. Может, это подруга, может, это психолог, может быть, это какие-то мастера, которые работают с невидимыми силами, да кто угодно. Да, вот вы где-то там набрались чего-то. С одной стороны, здесь проявление такого молодец, с другой стороны, это невыгодно этому человеку, что вы улучшаетесь. Вы вот как будто бы он гаснет на вашем фоне. Или же именно происходит то, что по плану у него что-то не получится, если вы будете ярко светить. Вы или уйдете, покинете, оставите и будете продолжать улучшаться, все лучше и лучше, или жить лучше, но без него. И вот от этого больно внутри. Переживания, возможно, даже есть. Частые мысли о вас. Хотя раньше вы шли вразрез
каждый по себе сам. Но сейчас вот как вы стали выстреливать, хочется сказать, ярче светить, вы стали и для этого человека ярче светить. Даже, я бы сказала, затмевать, понимаете? Стали увереннее. Вот говорите и не боитесь этого сказать. Хотя он бы на вашем месте, как он говорит, я бы побоялся или не смог бы. Вы вообще стираете какие-то границы. Вы делаете, что вам вздумается, что вам хочется, и это для него плохо. Это для него ущемление его каких-то целей или его планов. То есть вы поведете себя так, как он даже не представляет. А он даже не представляет, как вы себя поведете. Так или так. Понимаете? Здесь стрелять в вас бесполезно, потому что вы или вывернетесь, или не туда попаду. Психует, на вас злится. Это мужчина. Мужчина. Он злится, то, что на самом деле вы ускользнете. Здесь женщина, которая набирает обороты или получает больше, зарабатывает чего-то больше, чем у него. Или он в грусти, а вы в радости. И вот это даже его ущемляет. Задевает даже его. Я бы сказала, на фоне этого развиваются какие-то страхи и комплексы в себе аж. На фоне того, что вы светитесь, что вы проживаете эту жизнь, хочется сказать, по полной, на всю катушку. Вы поступаете справедливо. Вы, возможно, чего-то не можете в своей жизни отпустить, и до сих пор все это помнится. Поэтому вы выбрали путь именно на улучшение себя, нежели вариться в чем-то гнилом или падать вниз. Единственный выход, вы для себя поняли, это улучшаться, становиться краше, становиться любе. То есть вы не просто стараетесь всем понравиться. Нет, 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 вы это делаете для себя. А человек именно считает, что вы хотите или привлечь нового мужчину, или новые какие-то знакомствами обзавестись, новыми знакомствами, или хотите вот куда-то, да, убежать, или готовите почву на самом деле. Здесь страх вас потерять. Здесь человек за вами блюдит, я бы сказала. Насчет разговоров, нету разговоров. У него внутренний разговор. И он еще не договорен. Здесь человек будет в чем-то страдать и мучиться. А вы выйдете опять в победу. Вы победите какую-то ситуацию, при том, как вы себя сейчас ведете. Есть момент, да, правильно, а почему я должна сидеть и плакать? С другой стороны, вы убиваете двух зайцев. Вы даете чего-то понять тому человеку, который был с вами в чем-то несправедлив. Еще слухи. Какие слухи и разговоры идут о вас? Что вы довольствуетесь какими-то благами, которые вот вы заработали. Видят, чувствуют, у вас деньги есть. Вам на все хватает, и, возможно, даже больше. Или что вы на самом деле стали выглядеть намного лучше, веселее в чем-то. А кто же вас делает счастливой? Вопрос. Вот удивление, да? Кто же вас там делает счастливой? Что вы светитесь вся аж изнутри и снаружи тоже. В первую очередь. Вы это заслужили, говорят.
В принципе, здесь на самом деле вы очень красивая и привлекательная женщина. Та, которая никогда не состарится, особенно душой. Вы, кстати, и не стареете, слушайте. У кого-то вот, да, здесь может быть поздний возраст, а вот проявления именно какой-то старости на лице нет. Или нет морщин, нет седых волос, вот что-то такое. Как так вы делаете, спрашивают. Да, вы ведете какую-то беззаботную жизнь, притом, знаете, занимаетесь и работой, и вот чем-то еще помимо, все вы успеваете. Разговоры о вашей семье или о вашем внутреннем, что у вас там происходит в доме вашем. Но тут могут идти разговоры, что вы посещаете что-то или кого-то. Может, опять-таки говорю каких-то мастеров, или сама там себе сидите, колдуете, потому что молодо выглядите. Здесь кто-то может быть, знаете, вот как говорят, ведьмы не стареют. Вот тут именно могут считать, что вы ведьма, которая, поэтому она не стареет, которая не стареет. Здесь кто-то, вот опять-таки говорю, что с вами кто был или против вас шел, или кто с вами был во вражеских таких отношениях, уже чего-то получает. А вы и говорит, да, вы ведьма, вы колдунья, это вы все послали. Тот коллектив, с которым вы общаетесь и так далее, вот как-то не наравне с вами или вот по уровню мышления другого вообще. То есть вы здесь, знаете, вот какая-то такая одухотворенная, отдаленная от всех, сама себе на уме. Вас нельзя на самом деле не прочитать, не предугадать. И вот это в какой-то степени страх. И, знаете, даже кто-то считает, что это ваш вид манипуляции, такой скрываться таким способом. И хитрить. Хитрить, что вы очень хитрая. А вы еще такая, знаете, что к вам в лапки попадешь, оттуда и не вылезешь. Также здесь могут говорить о вас, что вы в роли подруги не подходите. Вы хитрая. Вы можете увести, соблазнить своей очаровать красотой, привлекательностью, харизмой. Дьявол и звезда. Здесь женщина, которая... Такую женщину показывает, которая является очень сильным соперником. Вы являетесь соперником. То есть вас женщины не любезно и не хотят принимать в подруги близкие. Боятся вас, держат вас на расстоянии. Здесь, знаете, такие женщины, у которых, я вам так скажу, склочные, сплетницы, низкая самооценка о себе. Те, которые привыкли, вот, знаете, хочется слово сказать, пахать 24/7 за маленькие деньги, не видя вокруг чего-то большего. Да, или склонные, вот знаете, вот это вот по-крестьянски чего-то там. А вот вы, да, именно умеете своей хитростью, как они говорят, пробивать себе дорогу, получать всю самую, снимать сметану сверху, да, а им остаются какие-то остатки. А здесь также считают, что вы не соблюдаете какие-то границы, или границы для вас вообще не существуют. Вы человек, что хочу, то делаю. Как хочу, так разговариваю. Вот так вот. Не очень вы такая общительная, но при том и как подругу вас иметь опасно. Опасно. Уведете же мужика какого-то, Васю, Петю, Лёшку. Вот такая вы. Соблазнительница. Угу. Такая сама в себе. Свой у вас там мир, да. Скрытая, очень скрытная. И знаете, тут люди считают, что во время разговора вы вот кидаете какую-то воду. Воду. Лишь бы от чего-то вот отделаться, отмазаться, да. А вот что такое важное вы скрываете. Или вот еще здесь разговор, что вы советы даете,
или дадите совет, чтобы что-то испортить. А вы-то знаете правду. Вот, например, да, помойте голову там чем-то там, не знаю, нашатырным спиртом, это улучшит ваши волосы. А человек пойдет умоет, а он их спалит. Да, вы делаете назло, чтобы все были вот вокруг, оставались вот этими в какой-то неведомости, незнании. А вы-то знания эти знаете и скрываете, настоящие. Такая вы потаенная. Вы скрываете свои доходы еще. И правильно делаете. Вообще даже вот есть такая примета, что нельзя говорить точную сумму вашей зарплаты. Никому. Это должны знать только вы. Вот вы получаете, например, 63 283. Да? Не говорите 63 даже. Да, и всегда преуменьшайте. Потому что это можно тоже сглазить даже так, через точную сумму. Что пойдет все на убыль. Изворотливая вы, очень сильная. И вы, знаете, не просто вы соперница, там, она лучше или она уведет, а вы еще такая очень выносливая. Вот вы показываете внешне какую-то вот такую розовую пушистость. А внутри, да, вот сидит такой серый волк, который, вы знаете, через огонь, воду и медные трубы, который ничего не боится, который не боится, на самом деле, горы сдвинуть. Да, вот вы только кажетесь, вот как они видят именно вот эту вот поверхность, да, вот что-то такое пушистое, но это специально, да, вот они говорят, что она делает это специально что-то или прикидывается кем-то, кем не является. На самом деле вы еще та баба с топором и лопатой. Вот такая. Считают, что вы преодолели что-то в жизни такое, да, или что вас кто-то задел так, может быть, в школе дергали постоянно, да, или как это, булили, как сегодня говорят, булили, или там терроризировали вас, что вы такая стальная, непробиваемая. Но все же вы добиваетесь своего, опять-таки. Это все ваша вот эта вот сталь, внутренняя сталь. Но боятся вас, очень боятся. Здесь даже, вы знаете, боятся иногда кто-то и лишнего слова сказать против или плохо о вас, потому что считают, что это бумерангом-то вернется. Вы какая-то ведьма. На самом деле вот так могут думать. Так, смотрим дальше. Слухи, разговоры о вас. Кто? Тут какой-то человек. Тут женщина распускает слухи о вас. Вы, знаете, где-то себя позиционируете, что у вас все классно, все красиво, вы красавица. Или же, да, вот вы как-то одеваетесь привлекательно именно для мужчин, но вот, да, вот для женщины это неустойчиво, это невыгодно, это плохо, это конкуренция. Вы являетесь именно сильной конкуренткой. Здесь человек хочет сбить вам корону или подпортить вашу репутацию. На самом деле, когда-то вы с этой женщиной дружили, общались, может быть. Но здесь такое дружелюбное было. Но потом это переросло все в то, когда вы в чем-то стали расти резко, внезапно. Или очень сильно поменялись, что здесь хочется поднадавить на тормоза. Да, или именно подбить вашу корону. Слишком вы ярчите, пестрите. Возможно, или часто выкладываете, может, посты себя любимой, или часто чем-то хвастаетесь, да, или часто видит вас вот именно
в каком-то таком свете, когда вы ни в чем не нуждаетесь, о вас позаботятся. Также, может быть, да, у вас есть и богатые, и красивые ухажеры, или еще что-то, или за вами бегают мужчины. Вот какое-то такое проявление чего-то такого идет, что режет кому-то глаз, но не спускает с вас курок. Понимаете? Смотрит, бдит и называет именно вас вот какими-то такими ширпотребными словами, которые вообще не присущи. Да? Здесь человек это от зависти бесится. Тут могут быть даже какие-то вот такие, даже это не маты, а вот такие вот типа, шлюшка пошла. Вот знаете, вот что-то такое. Притом здесь идет красивая женщина, и как бы да подъязвить, и вот это вот, ага, там, именно вот, не то, что там мразь пошла, стерва, нет, именно вот, да, вот вы красивая, если красивая, значит все шлюшка, значит шлюшка. Вот так вот. Но здесь, я бы сказала, язык у нее острый. Здесь даже, знаете, как человек огрызается или склонен к таким огрызаниям, каким-то таким дерзкостям. Или, да, ее можно назвать, эту женщину, такая она дикая, дерзкая. Ну, такая, в карман слова не положит. И я бы сказала, вот эти слухи как распространяются. Одному, второму. У меня такое чувство здесь складывается, что кто-то между вами есть. Может даже это общие знакомые быть. Или это могут быть именно коллективные, с кем вы работаете. Но вы вот покоя не даете. И вы такая, знаете, вот только задали вопрос, вы уже руку поднимаете. Вот именно острите еще своим интеллектом, что режет глаз. Да, такая умная она, все она знает. Здесь хочется вас наказать. Вот прям этой женщине хочется вас, знаете, вот проучить. Или вот, чтобы вы вот прям наглядно при ней, как она вот видит это все, что вы вот падаете в грязь лицом, и вам плохо. Да, вот вы это должны прожить. Потому что она, да, вот как она считает, что я здесь мучаюсь, я в чем-то кручусь, мне тяжело, а вот это вот шалава, да, получает все легко. Или пусть она идет работать, да, там на тяжелую работу. Вот какое-то такое, чего-то вам достается легче. Или вы просто выглядите хорошо. Вот так вот. Знаете, иногда даже у этого человека вы можете замечать, настроение портится. Или вот вы хорошо выглядите, и вы знаете, вот этот вот взгляд вы можете на себе даже замечать. Или взгляд зависти, или, знаете, такое, я с тобой не разговариваю, или что тебе надо. Вот знаете, вот какой-то такой, хотя все была мила и хороша. Вот как-то так. Сразу уходить, сразу в тину. Ну, такая. Не хочу с ней разговаривать. Возможно, даже и перестали разговаривать. Видят, да, что у вас все получается. Это бесит и изнуряет. Изнуряет, что у вас все всегда получается. Или все по высшему классу у вас. Или если вы едете куда-то, то это не какой-то там, не какие-то апартаменты, там, а это 5-звездочный отель сразу. Ну почему так, да? Вот какой-то у человека здесь, хочется сказать, кошки скребут. Здесь вот какая-то, я сразу говорю, здесь нищета. Здесь нищета души и нищета в принципе в целом. Потому что человек завидует. Вот если человек этот перестанет завидовать, все будет получаться, все будет делаться, да, просто элементарно, когда он будет думать не о других, а о себе. Вот оно как все работает, смотрите-ка. Наглядный пример. Но сразу говорю, человек не сидится ему на месте, человека вот именно такие люди, как вы, колят. Не даете спать. Это его проблема. Смотрим дальше. Слухи, разговоры о вас.
Что вы такая отомстить можете, дать сдачу. Больно. Ох, 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 как. Вас, если только вывести, вы знаете, вы можете, я говорю, как очень хорошо от души любить, так от души и ненавидеть. Можете, если захотите. Можете отомстить, можете дать сдачу. Человек чувствует от вас это. Это женщина. Она, вот знаете, тут такое было, решалась вам что-то сказать, но вот как притормозил человек и сказал, не-не-не, лучше не говори, не говори, а то сейчас достанется, или она что-то тебе сделает. Да, вот как-то решалась вам что-то высказать напрямую, в лицо, но не осмелилась, она чего-то побоялась. Побоялась вашего вот это, вашей внутренней стали, вашего характера, вашего даже, может быть, острого слова. Вы знаете, вы вовремя можете и на самом деле словом так поддеть, что это будет долго корежить потом, что перекривишься весь. Притом я не вижу, что вы там пытаетесь кому-то мстить. Вы вот знаете, как всем отомстите? Придете в самом наилучшем наряде. Вот так вы всем уже отомстите. Накрасите красную помаду. Уже отомстили, да, купила себе новое платьишко, уже отомстила. Вам не надо даже, заботьтесь, да, о себе, радуйте себя. Вот это и есть месть. Но я вам сразу скажу, что очень много в вашем окружении людей, которые завидуют. Да, вы такая, шансов не упустите. На самом деле вы пытаетесь все везде схватить. Вам что, мало? Вот говорят, да, вы не то что жадная, вам всего, ну, можно и сказать жадная, да, вам всего мало, вы все ухватаете. Вот вы уже это ухватили, это приобрели, а вы еще и еще что-то там купили. Ну зачем вам столько? Или вот, да, и вот это людей корежат. Вот здесь конкретно какую-то женщину или ваши какие-то поступления, да, это может быть приобретение ваше или деньги, что-то. Вот глаз режет. А сама жадная очень. Вот такая женщина. Скряга, я бы сказала, и сплетница. У нее, вот знаете, у нее такое сушеное лицо, где вот область рта вы можете увидеть, как будто сушено. Или вы знаете, так рот делает, как будто он у нее сушился. Вот она такая. Или когда во время разговора говорит, это проявляется такой недовольный рот, такой сухой. Как вот у бабки старой, вот такое вот что-то есть. Да, видит, что вы за себя вот можете очень хорошо отдать сдачу, ответить. Она на вас обижена в чем-то. Ну, понятно уже в чем, в принципе. Да, что у вас есть, а у нее вообще ничего нету. Что, знаете, тут еще может такое быть, что вы как назло все делаете. Она скажет, что у нее нету денег, а вы скажете, что вы вчера купили себе машину. Опережаете или хвалитесь чем-то, хвалитесь достижениями. Вот это ее бесит, ваше хвастовство. Тоже говорит о том, что вы на кого-то очень сильно похожи, на какую-то звезду. Может быть, даже из фильма, актрису. Также может, в принципе, говорить, что вы как актриса действуете. Да, притворяетесь дураком. Носите маску скрытую. На самом деле вы подсчитываете деньги очень хорошо, а прикидываетесь, что у вас или вы не умеете считать, или вы не разбираетесь в математике. Вот какое-то такое. На расстоянии вас держит. Считает вас на самом деле очень мудрым, хитрым соперником. Вот так. Вы опережаете ее в чем-то. Может быть, даже вообще здесь стагнация и неразговорчивость.
проявление вашего интеллекта. Здесь какой-то мужчина вас увидел, он вас знает. Возможно, у вас даже были какие-то легкие отношения. Легкие отношения. А человек был даже вот на этом моменте, когда начались отношения, такая влюбленность, воспоминания здесь есть. Моложе вас. В принципе, может, и не зрелый такой мужчина. Он до сих пор такой. Так что не переживайте. Он, вот знаете, как смотрит на вас и говорит, что она очень сильно поменялась. Чего-то вы в жизни приобрели или получаете какие-то блага. Кто-то вас кормит или содержит. Чтобы вы внешне выглядите лучше. Считает, что вас потерял. Потерял из-за того, что вы выбрали именно денежную дорогу, финансовую дорогу, рабочую дорогу какую-то или денежного партнера наиболее лучше, да, а его оставили. У него после этого наступила какая-то грусть, причем эта грусть такая, вплоть до такая депрессия, и, знаете, вот я не хочу жить, или мне все осточертело, мне жизнь это неинтересна. У человека вот пошло какое-то даже помутнение рассудка. Человек, возможно, ударился в работу. Знаете, разрушили его какие-то планы. Планы, возможно, имел человек на будущее. Считая, что вы ему изменили. Вы выбрали деньги, а не его. Обижен очень. Очень обижен. А здесь какая-то еще дама присутствует. Но здесь тоже все как будто отношения у них покончены. Или вот уже разрушаются отношения. Но вы у него в сердце. Вы такая заметная, яркая дама. Держит обиду. И здесь, кстати, проявление этой обиды может быть в игноре. Игнорирует вас. Или где-то вас видит, но вот знаете, тут такое, не смотри на нее. Он сам себе говорит. Не смотри на нее. А в то же время тянет к вам. Странное такое чувство от любви до ненависти. Или, знаете, как хотел бы к ней, но не хочу. Или ненавижу, но хочу. Шизофрения, хочется сказать. Да, здесь такое приехать, не приехать, позвонить, не позвонить. А нет, да, вот что-то останавливает. Хотел бы, но нет. Вот он себя уговаривает. Знаете, вы такая... Вы ловко умеете переобуваться. Вы ловко, как он считает, умеете менять партнеров. И если вам что-то невыгодно, особенно это касается финансов, ресурсов, то вы быстренько сливаетесь или перескакиваете туда, где вам будет мягче, вкуснее и теплее. Умеете, вот как говорит, быстро переобуться. Считает, что ваш какой-то брак или ваши какие-то сейчас отношения держатся на финансах. Или эти отношения, вы вошли в эти отношения ради каких-то финансовых благ. Вот так он считает. Это, да, как возможность ваша. Это ваш шанс, и вы его не упустили. Притом, знаете, в чем-то забаррикадировались, закрылись сразу же. Ну, тут такое, человек, возможно, выпивает, и вот когда он выпивает, человек думает, что вы получите по заслугам за то, что вы так поступили. Да, здесь очень много злости такой, что не с ним. Что касается его, человек надеется на какие-то, вот, кем-то стать,
только надеяться, да, возможно, даже здесь есть такое чувство, что Бог мне в чем-то поможет, именно занять какую-то лидирующую позицию, заработать много денег, кем-то стать. Человека мечта, да, разбогатеть. Он считает, что деньги рулят миром. Он сейчас в бедности находится. Или такая острая нехватка финансовых средств. Даже, вот знаете, вот слово попрошайничество просит у кого-то или занимает. Он хотел бы дарить чувства, но нечем. Вот он показывает, да, я бы хотел дарить чувства даже какой-то женщине, но мне нечем. Нету денег. Он считает, что все упирается в деньги. И здесь человек, который склонен обещать, говорить, но ничего не делать. Да? Романтик и все. А вот на дела, на что-то такое, возможно, даже ленивый человек. Он может только дарить эмоции, только эмоции. Но вот что касается делать что-то, да, он мечтает быть императором. И вот он считает, что когда я чего-то когда-то добьюсь, да, у меня будет сразу же здесь и любовь, и все. Такие надежды. Злится, ревнует. Он вас ревнует. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.